Вагим. Салом и здравствуйте всем. Мое обращение всем миру, да, мировому сообществу, который в данный момент происходит. 150 ракет сегодня был обстрелян Украина и Киев. Простые жители, народы, все они были убиты. Много людей, очень много. В 1938 году, когда Гитлер начал войну, открыл войну в Польшу, все мировому сообществу молчали. Сказали, ну ничего, там Гитлер и поляки знают сами, что делать. Да, пока нас не касается это, ну давай, ну хорошо. Потом Гитлер начал Чехия, Словакия. А потом начал дальше Франция. Дальше. А все, кто тут сидели, молчали. Думали, пусть Гитлер там решает, там маленькие проблемы. А эта проблема потом возросло, такой большой стал. И превратился эта маленькая проблема на Вторая мировая война. Он не мог остановиться, и он начал дальше. И потом на Советский Союз напал, и другой, и третий, и четвертый. Вот это назвали Второй мировой война. Вторая мировая война назвали. А кто делал Второй мировой война? Просто задайте себе вопрос. Один маленький карлик сделал Второй мировой война. Несколько сотни тысяч людей просто так умерли. За принцип, за идею, за какой-то конченного маленького человека. Все мир, пока это не стучил, эта война, их дверь, они молчали. Пока молчали, а потом, когда стучили их дверь, а потом говорили, ой, Гитлер на нас напал. Сейчас я обращаюсь к всему мировому державу, Америка, Европа, остальные, да. Если вы не остановите, это стучит ваша дверь. Все прекрасно знают, какой Путлер. Безумный долбоеб он. Натуральный долбоеб. Он не знает сам, что творит. Если вы сейчас не начинаете полностью напасть на Россию, завтра на вас нападают. Всем Европа, и Америка, и остальные страны, которые сейчас только на эфирах выходите, вот и говорите что-то там, ой, Россия нападает, Россия убивает Украину. До каких пор бедные украинцы будут жизнь свою защищать жопу миру, да? Мировой жопу будет защищать. До каких пор это? Задавайте себе вопрос. До каких пор это украинцы должны своим жизням защищать жопу мира, чтобы не пошла Третья мировая война? До каких пор это можно продолжать? Все прекрасно знают, Путин не останавливается. Не останавливается. Гитлера тоже знали тогда, что Гитлер не останавливается на этом. Он не останавливается ни на Польше, он не будет останавливаться ни на Франции, нигде он не останавливается. Все это знали. Все мировое сообщество это знало. Начиная Америка, если он выиграл бы эту войну СССР, он начал бы Америку хуячить, и остальные страны, Китай, везде он захуячил бы. Он не останавливается. Знайте это тоже прекрасно, это Путлер не останавливается. Не останавливаются. Надо остановить. Он до последнего
Человека надо будет из Таджикистана, где бы он, где его рука, где он может доставать людей, он пихает в войну, как в 41-45 году сделали точно так же наших дедов. Вот так как пушечное мясо отправили на 10 человек, один пельтакамон винтовка давали и вперед. Ура, 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 ура. И оттуда хуячили с пулеметами, автоматами, танками. А это долбоеби. Ура, ура, ура. На ура. Стали на ура и все, сдохли. Поэтому сегодня надо это остановить. Все собирайтесь, возьмите себе в руку, да, и думайте, и начинайте уже, откройте, и Польша, и остальные страны, откройте войну в сторону России. Я это предлагаю открыто, я никогда не скрываю это. Почему? Потому что эта война, если мы не идем туда, то он идет к нам. Это конкретно. Если мы не идем, то он идет к нам. Эта война идет. Неужели без 10 человек нормальные, не безумные? 150 ракет крылатые пускают на город, на людей, на мирных жителей. Где находится фронт, линия фронт, где находится? А он куда бьет? Я сейчас открыто вам говорю, я это давно чувствовал, всегда. Я открыто говорю. Про конечный проигрыш Путина, да, уже понимать, все, варианта нету. Это Кремль. Одни долбоебы сидят там. Он откроет, по всему Европе ракеты отпустит. Это последний его шанс. Может, это будет для вас новогодний праздник. На Новый год не купите салют. Сидите, ждите. Просто. Оно идет к этому. Идет тихонько, тихонько. Идет туда. Или вы хотите еще один книга про Третью мировую войну писать, да? Тогда ждите. То ли досрочно откройте война. Все, разделите Россию, как положено, Татарстан отдельная республика, Кавказия. Всех их расчлените, даете отдельная республика, уменьшайте его сил, все разоружить Россию, забирать бомба, то, что он имеет, как Германия сделали после 45 году. Вот точно так же, если не делаете, то третья серия мировая война будем снимать фильм. Тоже как Вторая мировая война снимаем же, до сих пор снимаем про Вторую мировую войну. Тогда режиссеры и остальные актеры, готовьтесь, чтобы снять фильм про Третью мировую войну. Оно идет. Так что я призываю всех Европейский Союз, и в том числе, начиная, первый попадает Польша и в польское правительство, да. Я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Я не дурак, я не долбоеб. Я все понимаю, куда идет это и куда она должна идти. Оно не заканчивается ни в Украине, ни в Польше, ни в Германии. Нигде это не заканчивается. Вот Гитлер 2. Пишите, снимайте фильм про Гитлер 2. Есть же сезон, первый сезон, второй сезон. Ну, Гитлер 1 умер, и Гитлер 2 снимайте теперь. Или давайте остановить, открыть фронт. Разница, не бойтесь на ядерный. То ли возьмите в себе в умах, русские генералы, есть кто-то, живые люди есть там? Или все зомби сидите там? Есть люди живые? Вы понимаете, вы уничтожаете мир
или уничтожайте себе. Вот куда вы идете. Вот одна пизда Скобеева может 150 миллионов одурачить с этой еще одной армянкой. Пизда дурачит 150, что там мужиков нету, что ли, там генералов нету, там нормальных мыслящих людей нету, что ли, думают, эй, что мы делаем? Мы, бля, уничтожаем эту страну. Ну, я думаю, вся будет услышан. Я верю в польскую страну, польское правительство, что оно предпримет, кроме принимать, давать защиту украинскому народу, и они должны предпринимать что-то. Вот это Лукашенко тоже больной человек, болельщик Путина, братишка. Он тоже вот как Украина начинает проиграть, поймите, первый откроет огонь в сторону Польши, это Белоруссия. Так что думайте все, куда мы идем и куда катимся. Гитлера точно так же не остановили. Сказали, ну ладно, Польша, ну ладно, Чехия, ну ладно, Словакия пусть берут, ну ладно, Австрия, ну ничего страшного. Ну да ладно, там дальше, ну ничего, Франция. Вот так и Вторая мировая война была. Дальше всем салам алейкум. И давайте думать остановить это. Мы люди простые, просто военные. Все время готово что-то принимать, советами поддерживать, чтобы остановили эту войну, чтобы не умер ни русские, ни украинцы, ни поляки, ни остальные, ни американцы, ни таджики, чтобы не умерли они за идею одного Гитлер-2. Пишите свое мнение в комментариях. Спасибо всем, кто поддерживал до этого времени и поддерживает дальше. Всем салам алейкум. Будет время, сейчас мы откроем в Украине один полк имени Басмач. Как они убивали наших дедов на этом. Сейчас террорист будет. Это Басмач переименовали на террориста. Мы откроем с хорошего бойца рота Басмач и будем отстоять. Мы внуки, потомки этих людей, которые вы под этой брендой убивали, уничтожали. Иншалла, потомки этих людей, которые вы убивали под брендом Басмач, они живые. Это не позорные слова, это Басмач. Басмач тот, кто защищал свою родину. Сегодня Бандеры говорите же. Вот так и будем создавать хороших бойцов и будем двигаться, чтобы остановить это, чтобы русские не умерли. Понимаете? Это вот это дебилиатизм остановить, чтобы русские простые граждане не умерли, их не отправили на войну, чтобы убивать. Надо остановить. Мы все сделаем, что можем. Русские вы тоже сделаете, остановите это. Это человека, который у него вообще вместо мозгов, не знаю, что-то там творится. Что-то другое, что есть. Давайте остановите. Мы тоже собираемся остановить это. Ждем на комментарии ваше мнение.